Ваша честь, я начну с так называемого эпизода по приобретению техники. И в дальнейшем будет понятно, почему именно в такой последовательности я изложу все свои доказательства, то есть доказательства своей невиновности. Итак, обвинение настаивает и утверждает, что все показания, данные в процессе следствия Тяном, Петюшевым и еще рядом свидетели обвинения, они логичны, последовательны и правдивы. Поэтому для начала я хочу просто доказать, что это абсолютно не так. Итак, протокол явки с повинной. В протоколе явки с повинной господин Тян, я буду зачитывать просто по формулировкам, причем буду зачитывать все фразы, не выдернутые контексты. Что в период с ноября по декабрь 2007 года им, Тяном, АМ, были переданы денежные средства в размере около 12 миллионов рублей несколькими частями через Лученкова Сергея Петровича для главы администрации МО ГО Сыктывкар-Зенищева Романа Валерьевича в качестве взятки за то, что ранее подготовленная, подконтрольная мне, то есть Тяну, компания выиграет муниципальный конкурс. Частично деньги были обналичены через Петюшева, частично взяты из кассы предприятия. В этот же день господин Тян рассказывает о том, как все это происходило. По его сведениям, было несколько встреч, предварительных встреч со мной. На одной встрече я сообщил Тяну о том, на которой мы, возможно, были одни, по словам Тяна. Я спросил, сможет ли Тян поставить администрации коммунальную технику. На этом разговор и закончился. На следующей встрече, спустя какое-то время, более точное время назвать не называется никогда, у меня состоялся разговор с Зенищевым, на котором, насколько я помню, также присутствовал Лученков. Зенищев озвучил, какую технику необходимо поставить, точный перечень он не называл. Зенищев мне сказал, какая сумма будет выделена из бюджета на конкурс, что-то около 60 миллионов рублей. Лученков, условия, которые выдвинул Зенищев, слышал, так как находился с нами. На этой же встрече, по результатам разговора, Тян однозначного ответа не дал, но я, по словам Тяна, дал ему указания и направил в ЖКХ, где он должен был получить список той техники, которая должна была закупаться. Каким образом был передан этот перечень, Тян не помнит. После этого произошла следующая встреча, где неизвестно, как, он не помнит. В ходе той встречи Зенищев мне сказал, какое количество денег будет выделено. На этот раз уже выделено не около, а порядка 60 миллионов рублей. И на этой встрече я уже пояснил, что мне нужна взятка не по подсчетам примерно 12, а около, в пределах 10-12 миллионов рублей. Но на этой встрече Тян мне дал согласие, при этом по расчетам прибыль ООТС должна была составить порядка 1,5 миллиона рублей. После этого Зенищев сказал готовить конкурсную документацию и смотреть на сайте. Хочу добавить, что в ходе одной из встреч с Зенищевым, когда и где она состоялась, не помню, Зенищев мне озвучил, что деньги в виде отката ему нужно передать наличными. Я спросил, каким образом я обналичу перечисленные на расчетный счет деньги. Зенищев сказал, чтобы я обратился к Осадчему. Якобы у него есть знакомый, который этим занимается. То есть Тян утверждает, что он не понимал, как обналичить деньги. Он говорит о том, что обналичивание должно было произойти только в связи с этим конкурсом и только с теми целями, которые были обозначены в моих условиях, а именно получение им взяток. Дальше он описывает, что он через Осадчего познакомился с Петюшевым. Петюшеву рассказал, что нужно будет приобрести технику, реализовать ее администрации, часть денег обналичить. Называл ли при этом Петюшев фамилию Зенищев, а также сообщал, для чего нужно было обналичить деньги, не помню.
Но Петюшев сказал, что компания заключит два договора с двумя другими компаниями подконтрольными Петюшеву, о Нортон и о торговый дом Адажио. Я ему, это Тян ему обозначил, какая сумма будет перечислена по контракту и какую сумму необходимо обналичить. В этом же добросе Тян объясняет, каким образом он передавал эту взятку. 8,5 миллионов рублей оставалось по расчетам, на расчетном счете ОУТС, поскольку эта сумма была последним траншем, и мы просто не успели бы передать ее Зеничеву, поэтому эта сумма просто была снята с расчетного счета предприятия и передана мне, то есть Тяну, для передачи мне как взятку. При этом ранее я вносил в кассу организации большие суммы денег в виде займа. И эта данная сумма, 8,5 миллионов рублей, оформлялась как возврат займа. Тем самым, даже уже практически через 10-15 минут после своего первоначального утверждения, что он не знает, как обналичить, он уже поясняет, что обналичить он мог легко, потому что он огромное количество, или точнее большие суммы денег в виде займов самостоятельно вкладывал на расчетный счет своего предприятия. Поэтому проблем с обналичкой у него не было. Или получением, так скажем, наличных денег с его предприятия. Он уже в самом начале протокола, а это только первый протокол, он уже опровергает то, для чего ему нужна была встреча с господином Петюшевым. Смотрим дальше. Деньги Зеничеву через Лученкова я передавал частями. Точнее, я помню очень хорошо, как передавал одну часть. Мне на сотовый телефон, сотовый Тяна называть не буду, позвонил Петюшев и предложил подъехать на улицу Коммунистическая, район пединститута. Сказал, что обналичил деньги и может мне их передать. Тян подъехал, пересел в его автомобиль. Был какой-то джип, марку не помнит. Он, то есть Петюшев, передал Тяну целлофановый пакет. Цвет пакета белый, внутри которого также был целлофановый пакет черный. Я заглянул, денег не видел. На ощупь там как будто бы была упаковка с деньгами. На ощупь как будто бы. Деньги я не пересчитывал. Какая точно там сумма, какая там точно была сумма, не знал. Обозначал ли я Петюшеву, какая должна быть сумма, не помню. Возможно, говорил, но, возможно, Петюшев сам взаимодействовал с Лученковым и Зеничевым, и они определялись сами. На этом листе, на 2 абзаца вверху, он говорит, я обозначил ему сумму. Через 10-15 минут он не помнит, что обозначал, и только предполагает это. Какая сумма? Он вообще не знает, что ему передали, как ему передали. В пакете, в котором как будто бы была упаковка с деньгами. Далее он утверждает, что он прекрасно и очень хорошо помнит. Это немаловажно. Я позвонил Лученкову, сказал, что получил часть денег. Спросил, куда мне привезти. Он мне сказал, где мы договорились встретиться, я точно не помню. При встрече я передал ему пакет. Часть денег, насколько я помню, Лученков сам приезжал и забирал. Это были 8,5 миллионов рублей, о которых он говорил раньше, обналиченные ОУТС, которые ОУТС обналичила самостоятельно. Какова общая сумма передана Зеничеву, точно сказать не могу. То есть в этот же день в явке с повинной он говорит, что он передал 12 миллионов. И тут же, буквально через 1,5 часа, в следующем допросе он говорит, я не могу точно сказать, но предположительно это около 12 миллионов рублей. Рабчевский был не в курсе того, что денежные средства в виде отката передавались Зеничеву, он, может, о чем-то догадывался.
по виду, но виду никогда не подавал. И после этого Тян делает вывод. Поэтому получается, что откат я Зеничеву передавал для того, чтобы УТС выиграл торги и получил возможность заключить контракт. Он делает вывод, поэтому, исходя из чего? Из того, что он ничего не помнит. Мало того, он не может объяснить, за что он получил контракт не только в этом протоколе. Мы смотрим дальше. Смотрим следующий протокол и допрос, в котором следователь его спрашивает: в ходе заключения исполнения муниципального контракта на поставку... я должен страницу объяснять? Можно да, все. Значит, первый протокол, явка с повинной, том 8, страница 39. Следующий протокол, том 8, страница 40 по страницу 43. Следующий протокол от 27 февраля 2014 года, том 8, страница 19. Значит, в ходе заключения исполнения муниципального контракта на поставку управления транспортного строительства и коммунальной техники говорил ли вам Зеничев, на какие цели и для чего необходим откат в размере 20% от стоимости контракта? Ответ Тяна: помню, что он неоднократно говорил, что деньги ему нужно передать до выборов. Что-то более подробно сказать не могу, так как не помню. Значит, это тоже немаловажная деталь, что деньги нужно передать до выборов. Выборы были 14 декабря 2007 года. Следующий протокол следующего допроса. Том 10, страница 196 от 19 июня 2014 года. Ну, что случилось в июне у нас? Лученков Сергей Петрович покинул пределы страны. Вопрос следователя. В ходе допроса вы показали, что в ходе одной из встреч с Зеничевым он вам предложил муниципальный контракт на поставку коммунальной техники. Где именно был разговор? Присутствовал ли при нем Лученков? Как мы помним, он утверждал, что он присутствовал, что он знал о передаче денег. Он лично участвовал в передаче денег. Какой ответ сейчас? Этот разговор состоялся с Зеничевым в Сыктывкаре. Наиболее вероятно, что здание администрации. Присутствовал ли на нем Лученков? Не помню. Уже не помню. Возможно, что мы переговорили втроем, а в отсутствии Лученкова Зеничев сообщил о необходимости передачи ему денежных средств в качестве взятки. Поэтому не уверен, что Лученков был в курсе того, что от данного контракта я должен был бы передать Зеничеву взятку. Вопрос следователя. За что была передана взятка Зеничеву? Мы помним о том, что он сказал за что. И в очной ставке, и в предварительном допросе. Ответ Тяна: я не помню, чтобы Зеничев прямо говорил, что денежные средства ему я должен передать за то, что он будет способствовать тому, что управление транспортного строительства выиграло муниципальный контракт. Хотя не исключая этого. То есть там помню, тут уже не помню. Ни Лученкова, ни оснований, ни своего вывода, который он сделал на основании своих показаний. То есть он не помнит уже ничего. Далее. Вопрос следователя. Как следует из материалов уголовного дела, в том числе и из ваших, Зеничев поставил вам условия о необходимости передачи ему взятки. Как вы оценивали на момент того разговора с Зеничевым возможность управления транспортного строительства по поставкам коммунальной техники при условии передачи Зеничеву 20% от стоимости контракта? А также с учетом того, что управление транспортного строительства планировало получить прибыль. Мы помним, что он дал согласие, проведя оценку, понимая, где он будет покупать, как будет покупать. Он рассчитал уже прибыль в 1,5 миллиона рублей. Данные показания на момент этого разговора с Зеничевым я не знал. Ни количество техники, ни наименование техники, которая будет нужна администрации Сыктывкар. Полагал, что технику я могу приобрести у завода-изготовителя и каким-либо иным образом осуществить экономию денежных средств. Это совершенно другая постановка вопроса. Отсутствие расчета, отсутствие информации, надежды на собственные силы.
никакого отношения к тому, что кто-то готовит, подготавливает, передает информацию, нет. И это полностью противоречит всем первоначальным показаниям. Дальше больше. Его спрашивают, следователь, когда и сколько раз и при каких обстоятельствах передавались денежные средства Зенищеву? Ответ Тяна. Когда и сколько раз передавались денежные средства, точно не помню. Но исходя из того, что вспомнил именно в ходе сегодняшнего допроса, с большой вероятностью допускаю, что денежные средства передавались Зенищеву один раз. Или два. Одна часть от Петюшева, вторая мои денежные средства. То есть те, о которых мы говорили. Да, то есть мы это все запоминаем, потому что потом дальше будут цифры. Как я уже говорил, часть денежных Петюшев передал мне в своей машине. Деньги были завернуты в пакеты. Пакеты я не открывал, но на ощупь там были деньги. Если в том допросе он говорит, как будто бы, то теперь он уже точно знает. Он уже потренировался, он уже знает, что на ощупь это деньги. Как именно передавал я этот пакет Зенищеву, либо Лученкову, не помню. Допускаю, что Лученков мог не знать о том, что Зенищеву я передаю взятку. То есть я просто мог дать ему пакет, попросил передать Зенищеву. Но при этом, повторюсь, что в предыдущем протоколе он четко говорит, что он очень хорошо помнит, как передавал эту сумму и как он позвонил Лученкову и сообщил по телефону о том, что получил деньги. Здесь он уже этого не помнит. Более того, я сразу хочу просто заявить о том, что в материалах дела у нас есть. И они предъявлены. И некоторые, все документы мы читали, узнавали. Телефонные переговоры с сентября по декабрь 2007 года, где все соединения между Тяном, Лученковым, Лученковым, Кудиновым, Акатовым и неким человеком Вильданом, они зафиксированы. Так вот, в этих телефонных переговорах нет ни одного слова, где бы Тян просил подъехать, что-то забрать. Нет ни слова о деньгах, ни о долгах, ни о том, что что-либо передать. Нет ни одного намека на то, что кому-то что-то передается. И все эти телефонные переговоры, они приложены к уголовному делу. Далее. Хочу сказать, это от имени Тяна я сейчас говорю, зачитываю протокол. Хочу сказать, что совершаю все вышеописанные действия, я хотел только лишь выполнить условия Зенищева и тем самым получить возможность получить муниципальный контракт на поставку коммунальной техники и в последующем получить прибыль от его исполнения. Но она хотя бы хоть с чем-то согласуется. Опять же, он хотел получить прибыль, и его самая главная задача была получить контракт и извлечь из него прибыль. Следующий допрос. Том 10, страница 234, страница 235. Следователь, тоже как и я, не понимает, за что Тян получил деньги. И в итоге в очередной раз спрашивает, расскажите, в чем выразилось содействие руководителя администрации города Сыктывкара при реализации контракта на поставку уборочной техники, а именно за что? Именно вы передали Зенищеву 12 миллионов рублей. Ответ Тяна. В данном случае я понимал, что Зенищев, РВ, может по любому формальному поводу расторгнуть со мной контракт, а я был заинтересован извлечь прибыль при исполнении данного контракта. Из смысла сказанного Зенищевым следовало, что нормальное, бесперебойное исполнение этого контракта будет возможно лишь в том случае, если я со своей стороны передам денежные средства. То есть речь идет уже не о том, что надо выиграть контракт. Надо просто его спокойно исполнять. А это как, я не знаю, то есть как условие, как что. Но уже это третий вариант. За что? Тян якобы мне передал взятку. Я сейчас не могу вспомнить, что конкретно говорил Зенищев, но суть сводилась именно к этому. Протокол очной ставки. На протоколе очной ставки. Том
Извините, да, том 46, страница 150 и по 154. Протокол очной ставки между мной и Тианом. Вопрос следователя. Имелась ли договоренность между вами, Зеничевым, о передаче от вас Зеничеву взятки за участие в управлении транспортного строительства в поставке коммунальной техники для нужд администрации МО Сыктывкар? Значит, Тиан коротко говорит о той встрече, которая была, и конкретизирует. По истечении времени я дал согласие на условие возврата 12% от суммы контракта Зеничеву РВ. Ну, жалко, конечно, что такие очные ставки не записываются на видео, потому что Тиан там был как 3-летний ребенок, читающий стишок, а свидетель, как мама, подсказывающая слова для этого стишка. Поэтому он говорит 12, но потом уточняет, что по процентам он не помнит, то ли 12 это было, то ли 6, то ли 20. Но мы помним, что он всегда утверждал, что именно 20% от суммы 60% это элементарно запомнить, да, там, то есть это элементарная математика от 60%. Но тут он уже не помнит, он уже и это забыл. Но сумма должна быть не менее 12 миллионов. В итоге денежные средства Зеничеву я передавал, но не лично. Уже опять не лично. То он не помнит, теперь уже точно понимает, что не лично, а опосредованно через третьих лиц всю сумму. Вопрос. Что именно обещал вам Зеничев за то, что вы ему передадите денежные средства? Ответ Тиан. Как таковых обещаний не было. Скажу, что как условие заключения контракта был возврат денежных средств. Ваша честь, я изучил муниципальный контракт. Там нет такого условия. Более того, что я не заключаю муниципальный контракт. И я не могу ставить условия, потому что это не в моей компетенции. Я не вхожу в комиссию, я не утверждаю техническое задание и не утверждал. Я ничего фактически не делал, чтобы говорить о том, что я каким-то образом влиял. Более того, нет ни одного свидетеля, который бы говорил о том, что я кого-то просил повлиять на исход торгов, или еще каким-то образом приказывал, подсказывал, намекал. Ни одного. Все члены комиссии говорят о том, что все было законно, никаких проблем не было, никаких претензий не было, и все, соответственно, задокументировано и представлено. Тогда на чем строится основание обвинения, что я получил взятку именно за то, что я обеспечил победу, если сам Тиан этого не знает? Он не знает этого, он не может это утверждать. Он постоянно путает свои показания. Он не знает сумму, он ее не видел, он ее только щупал. Более того, вопрос, когда были переданы денежные средства? До заключения муниципального контракта или после? Ответ Тиана: в ходе исполнения контракта. Вопрос, из каких источников были выделены денежные средства? Из контрактных денег. То есть мы понимаем, что все деньги были, и мы это сейчас проверим, из контрактных денег. Других источников не было. Он, в принципе, это и подтверждает и ранее. То есть хотя бы в этом он придерживается одной позиции. Далее вопрос, который задают защитники. Каким образом осуществлялась передача денежных средств наличностью, переводом, через кого? Вопрос отводится следователю, поскольку не имеет отношения к предмету очной ставки. Ну как же он не имеет отношения к предмету очной ставки, если это и выяснение получения взятки? Но он был отведен. Следующие вопросы. И об исполнении обязательств по возврату суммы. Вопрос отводится следователю. Были ли еще какие-либо договоренности? Вопрос отводится следствию. Знали ли вы, каким образом МТС выиграла конкурс? Вопрос отводится следствию. Вопросы отводятся, потому что Тиану сказать нечего.
Он не знает уже говорить. Он уже столько наговорил, что следователь просто боится, что он скажет четвертую, пятую версию, за что он получил, точнее отдал деньги. И вопросы отводились. Все вопросы оставшиеся, они были отведены. Более того, я написал, что по результатам проведенной очной ставки считаю, что следователь Тарабукин грубо нарушил пункт 5 статьи 73 УПК РФ, чем ограничил мое право на защиту. Предполагаю, что это вызвано личной неприязнью, либо иной заинтересованностью в исходе дела. В связи с этим заявляю ему отвод. Этот следователь не был отведен. Потому что посчиталось, что все это законно. Далее. У нас есть показания господина Петюшева, который якобы передавал деньги Тяну. И мы сейчас посмотрим их. Итак, том 8, страница 88, страница 92. Одну секундочку. Извините. Так. Значит, на странице 92 Петюшев рассказывает о том, что он узнал, что позже на конкурсе выиграла организация подконтрольная Алексею Тяну. Лично с ним до того момента знаком не был. Когда точно не помнит, Осадчий сообщил, что Тян интересуется возможностью обналичивания денежных средств, которые будут переведены на расчетный счет по контракту. Он сообщил, что это возможно сделать, при этом это возможно было сделать через Берсенева Дениса. Об этом мы еще поговорим. Человеке, который присутствует везде, что касается больших финансовых средств. В ходе одной из встреч, которых было несколько, он передал Тяну реквизиты организации, с которыми нужно было заключить контракты. На эти реквизиты в свою Петюшеву эти реквизиты в свою очередь передал Берсенев Денис. Организации были из Екатеринбурга. Название не помнит. Какую сумму было обналичить, Тян мне сообщил в ходе одной из встреч, но о какой сумме шла речь, не помнит. Нужно смотреть документы. Я эти условия передал Берсеневу Денису. О какой сумме шла речь и где он мне ее передал, я уже не помню. Деньги я не пересчитывал. Они были упакованы в пакет. В последующем деньги я передал лично Тяну. Помню, что один раз передавал деньги в офисе на улице Морозова, на цокольном этаже. Деньги передавались несколько раз, не менее 2, по мере передачи мне их Берсеневым Денисом. И имело ли место передача денег в моем автомобиле, не помню. Для чего нужны были Тяну нужно обналичить деньги, мне неизвестно. Значит, получается, что было несколько встреч. Когда эти встречи мы сейчас выясним, потому что есть для этого показания, да, и возникает достаточно большое количество вопросов. Первый вопрос — это все-таки сколько Тян передал денег. Во-первых, передавал ли вообще, по его логике. То значит, от Петюшева он не знает, сколько получил. Он только помнит одно, что со своего личного счета, с последнего транша, он передал 8,5 миллионов. Но тут в одном из допросов ему, я так считаю, бросают спасательную удочку. И вопрос следователя. Как следует из ваших показаний, это том 10, страница 198, вопрос следователя Тян. Из ваших показаний Зенищеву было передано 12 миллионов рублей в качестве взятки. Согласно материалам налоговой проверки, на которую также ссылается обвинение, проведенной в 2009 году, от средств, поступивших по муниципальному контракту на поставку коммунальной техники в 2007 году,
было обналичено, то есть именно с этих средств было обналичено 10 миллионов 743 тысячи 280 рублей. При этом обналичиваемые деньги обналичивались через Шерифулину и Бляйли. Знакомы ли вы с этими лицами? Передавались ли вам эти денежные средства? Если да, то кому вы их в последующем передавали? Если Зенищеву Роману Валерьевичу было передано 12 миллионов рублей, то откуда была недостающая сумма? Ну, Тян говорит, что Шарафутдинова не знает, но утверждает, что наиболее вероятно, что именно эти денежные средства в последующем мне переданы Петюшеву. Вся сумма была передана до Нового года, то есть до 31.12.2007 года. Более точный период назвать не могу. Значит, мы узнаем, что точно до 31 декабря деньги были переданы. Других сроков нет. Они и так уже растянуты, но тем не менее других сроков нет. Более того, когда мы изучали на последнем допросе протокол сейчас протокол, одну секундочку. Протокол показаний, данный Петюшевым, это последний протокол. А вы уж извините, я не помню его страницу. Том 17, 133. Ну вот, том 17. Том 17. 133. 100? 33. Страница 133. Значит, там господин Петюшев утверждает, что господин Берсеневым, о котором мы уже слышали, да, он встретился случайно в Сыктывкаре в ноябре, то есть раньше они потеряли все, что это было связано, как господин Берсенев говорил, это все было связано только с компанией Нортон, да, но тем не менее, здесь у нас присутствует компания Нортон, мы понимаем, что они встречались в ноябре, мы понимаем, что, да, что сроки нам понятны, в ноябре. Тян в своих показаниях, данных в суде, также подтверждает, и это есть в материалах уголовного дела и в предъявленном мне обвинении, то есть, что Тян подтверждает, что на встрече с господином Петюшевым он сказал о том, что он выиграл муниципальный контракт на поставку техники. И, соответственно, после этого ему надо обналичить деньги. Теперь просто сложим числа. Муниципальный контракт господин Тян выиграл 7 ноября 2007 года. С господином Петюшевым он раньше 7 ноября по их же показаниям встретиться не мог, потому что 7 ноября он уже его выиграл. Пусть он встретился с ним 7. Допускаем. Сразу в этот же день он вышел и встретился 7. Но в материалах уголовного дела есть договора, которые были заключены между УТС и Нортон, между УТС и Адажио, и они заключены тоже 7 ноября. Что подтверждает, что никаких нескольких встреч и дальнейшей передачи каких-то там реквизитов не было. Это было в один и тот же день. И это опровергает вообще, что у них была какая-то встреча. Именно после того, как он выиграл этот муниципальный контракт. Опять не сходится. Более того, в материалах уголовного дела есть акт налоговой проверки. Том 30, страница 212. А потом я буду говорить постранично. Это акт выездной налоговой проверки общества с ограниченной ответственностью, управления транспортного строительства, в котором как раз и рассматривается одно нарушение. Это схема поставки автотранспортной, налоговое нарушение. Схема поставки автотранспортной техники по управлению транспортного строительства с целью получения необоснованной налоговой выгоды по налогу на прибыль. А также здесь рассматривается еще одно дело, которое мы обязательно должны посмотреть, я объясню для чего.
А это схема выполнения работ по строительству внутрипоселковых газопроводов высокого и низкого давления в селе Серегово Княжпогосского района с целью получения необоснованной налоговой выгоды по налогу на прибыль и НДС. Нарушения что в одном, что в другом эпизоде идентичны. Для чего нам это надо? Объясню. На странице том 30, страница 26, в ходе проверки ИФНС России по Ленинскому району города Екатеринбурга было направлено поручение по истребованию документов о предприятиях. О торговом домодаже, о Нортон, компания Грин, компания Промальп-ЯК, ООО Евроремстрой и ООО Энергопродсоюз. Расчетные счета ООО Нортон, ООО компании Грин, и ООО Евроремстрой открыты в один день, 30 августа 2007 года, руководителем Кротовым Алексеем Николаевичем, который являлся единственным распорядителем расчетных счетов. На странице, том 35, страница 29, есть решение единственного учредителя ООО Евроремстрой Кротова Алексея Николаевича, который утвердил изменения к уставу общества и стал единственным участником, стал директором, стал единственным распорядителем расчетного счета. То есть больше в этом предприятии никого не работало, он единственный директор, участник, распорядитель. Далее, на странице 30, том 31, был проведен допрос исполнительного директора ООО «Управление транспортного строительства» Рабчевского Николая Васильевича по поводу выполнения работ на объекте организации ООО «Евроремстрой». Протокол допроса номер 15 от 7 мая 2009 года. Рабчевский сообщил, что ООО «Евроремстрой» участвовала в конкурсе по заключению государственного контракта с Министерством промышленности и энергетики Республики Коми по строительству газопровода в село Серегово, но в конкурсе проиграли. И нами было принято решение о заключении договора субподряда с ООО «Евроремстрой». Кем это нами? В своих показаниях господин Рабчевский и господин Тян, как в материалах дела, так и в зале суда, утверждали, что только они, это Тян и Рабчевский, управляли предприятием. Больше им не управлял никто. Решение принимал или Тян, или Рабчевский. Но Тян был главнее. Поэтому нами это Рабчевский и Тян. Теперь посмотрим, когда же заключался этот договор и когда был проведен этот конкурс. Оказывается, что в соответствии с государственным контрактом от 28 августа 2007 года, заключенным между ООО «Управление транспортного строительства» и Министерством промышленности и энергетики Республики Коми, ООО «Управление транспортного строительства» выполняло работы по строительству внутрипоселковых сетей газопроводов высокого и низкого давления в село Серегово. Настоящий контракт был заключен по результатам открытого конкурса, проведенного 14 августа 2007 года, в соответствии с условием конкурсной заявки подрядчика от 9 августа 2007 года. Более того, как уже сказал господин Рабчевский, 1 сентября 2007 года был заключен договор субподряда ООО «Евроремстрой» и ООО «УТС». Еще раз, с Кротовым, Тян, Рабчевский познакомились в период с 9 по 14 августа. 1 сентября они заключили договор, работали, выставляли счета, а потом в ноябре он ищет через меня, через Осадчева встречу с кем? С господином Педюшевым, чтобы Педюшев ему дал реквизиты компании Нортон, где директором, учредителем и бухгалтером является тот же Кротов. То есть, или все предыдущие показания это ложь, или это правдиво, но тогда Тян сел в машину времени, переместился на 3 месяца назад, решил все вопросы уже и по другому своему договору, вернулся опять назад в будущее и, соответственно, уже четко начал решать вопросы через
Тяна, там, непонятного человека, которого никто не видел, этого Берсенева. То есть из 4,5 миллионов предприятий, он, зная Кротова, познакомившись с ним и уже работая с ним, и делая такие же нарушения, о которых сегодня говорит обвинение, у меня спрашивают, что я не могу, я не знаю, как это делается. Я уже с сентября работаю по этой же схеме, но я не знаю, как это делается. Я его направляю по какой-то причине к Осадчему. А Осадчий подтверждает, что, конечно, никакого такого знакомства не было. Нигде не было. Но мало того, обвинение даже вызывает еще раз Петюшева. Петюшев еще раз говорит, да-да-да, конечно, встреча была. И Петюшев, ну так, случайно, 1 на 4,5 миллиона вероятность, он дает ему те же реквизиты с тем же директором, о котором Тян говорит, что он не знает, кто там работает, где кто работает, кто такой Кротов. И смотрим телефонные переговоры между господином Тяном и господином Лученковым 20 декабря. Тян: да, Петрович. Лученков: ты на работе? Тян: скоро буду. Лученков: мне сейчас созвонился твой любимый контрагент. Он спрашивает, кто такой Кротов. Ему нужен его паспорт. Тян: зачем ему паспорт Кротова? Лученков: он просил скинуть ему факсом копию паспорта Кротова. Я не знаю, кто это. Тян: Кротов — это директор. Не я пойду посмотрю, не я пойду узнаю. Он сразу же отвечает: Кротов — это директор. Ладно, хорошо. Скинешь? Да. Ну хорошо, все, спасибо. Так он не знает, кто такой Кротов? Или он четко объясняет, кто такой Кротов? И эти телефонные переговоры приложены. Он не знает, как обналичивать деньги? Или он спокойно их снимает, потому что у него миллионы вложены на его расчетный счет? Он не знает, как их обналичивать, ищет, через кого обналичить в ноябре. Хотя с сентября он уже работает с этими же предприятиями и с этими собственниками этих предприятий. Так что он знает? Что он не знает? Более того, а теперь посмотрим, все-таки, отдавал и вообще технически мог отдать Тян деньги в виде взятки там или еще, как он мог взять, да? Или, опять же, открываем этот акт. Страница 12, том 31. В этом акте есть анализ поступления и расходования денежных средств, именно этих денежных средств, поступивших с расчетного счета Комитета имущества на расчетный счет Управления транспортного строительства и дальнейшие перечисления. Как мы помним, господин Тян сказал, что деньги он самостоятельно обналичен с последнего транша. Последний транш пришел 27 декабря 5 миллионов, 29 декабря 10 миллионов и 29 декабря 3 миллиона рублей. 18 миллионов. Вот это последний транш. Перед этим все перечисления были одномоментно 19 ноября. Извините. Что мы смотрим? Перечисления есть. 2 миллиона на Нортон, 5 миллионов 159 тысяч на Нортон, 800 тысяч на Нортон, 622 тысячи на Нортон. На счету компании О транспортное строительство остается 10 миллионов рублей. Более того, по состоянию на 31.12 эти деньги никуда не снимались самостоятельно. Они оставались на счету. И так как он утверждает, что до 31-го он отдал, а они не снимались, а только перечислялись, а он утверждает, что невозможно было через перечисление обналичить, а можно было только снять, но они не снимались. До 31.12.2007 они не снимались. Все 10 миллионов лежат на счету. И это утверждается в этой налоговой проверке, страница 12, том 31. 8,5 миллионов рублей и 1,5 миллиона прибыли.
как это заявляет Тян. Значит, остается только одно. Это Берсенев, Петюш. Давайте посмотрим это. Давайте посмотрим. Как мы уже слышали, и это утверждает обвинение, что ими доказано, что обналичено 10 миллионов рублей. При этом обналичено по какой схеме? Управление транспортного строительства перечисляет ООО «Нортон». ООО «Нортон» перечисляет ООО «Дилер». Управление второе, это одна цепочка. Управление транспортного строительства перечисляет ООО «Торговый домодажу». Управление торгового домодажу перечисляет ООО «Дилер». При этом, еще раз повторюсь, обвинение говорит, что доказано, что по этим цепочкам было перечислено 10 миллионов рублей. Значит, фраза о том, что 10 миллионов рублей было перечислено на ООО «Дилер» и выведено наличными средствами, она здесь есть. Но никакого отношения она к этим схемам не имеет. Просто написано, что в 2007 году выдано наличными и перечислено на счета физических лиц 10 миллионов 743 тысячи 280 рублей. Возврата суммы организациям перечисленных денежных средств на расчеты счета ОК «Дилер» не установлено. Это не имеет отношения вообще к этим перечислениям. Более того, если мы просто, а мы будем не просто смотреть, а если мы просто посмотрим эти цепочки, которые представлены со всеми перечислениями, то есть одна цепочка. И здесь написаны эти цепочки, да, на странице 26 есть расчеты по всей цепочке продавцов-покупателей. О управлении транспортного строительства, о торговому домодажу, о Промальпьяка, о Промэнергокомплект. Вторая цепочка. Управление транспортного строительства, о Нортон, о компания Грин, ЗАО Симавто. Смотрим первую цепочку. Просто цепочку смотрим, да, там как бы сначала, потом мы ее уже по датам перечисления посмотрим. И это первая цепочка, для которой написано, что управление транспортного строительства перечислило ООО «Нортон» 25 миллионов рублей. ООО «Нортон» в свою очередь перечислила компании Грин. ООО «Нортон» в свою очередь перечислила том 31, страница 21. Извините, все время забываю, да, там как. Еще раз, ООО «Нортон» перечислила компании Грин из этих денег, из 25 миллионов. Перечислила ООО «Дилер» 2 миллиона 568 тысяч рублей. ООО «Торговый дом Крафт». Запоминаем. Получено, перечислено 2 миллиона 568 тысяч рублей. Вторая цепочка. ООО «Управление транспортного строительства» перечислило торговому домодажу 17 миллионов 400. И в этой цепочке ООО «ИК Дилер» перечислено 3 миллиона рублей. Больше никаких перечислений нет. То есть 2,5 и 3, а в итоге получается 10. Как такое возможно? Более того, я могу сразу сказать, да, там, как бы, что когда я знакомился с документами, это же элементарно, это просто, надо сразу посмотреть, сложить 2 плюс 3, 10 никак не получится. Меняем местами в столбик, даже если умножать, получится 7,5. А здесь 2 плюс 3, 10 никогда не получится. Никак невозможно. И когда я сказал следователю о том, что это утверждение просто абсурдно, потому что достаточно элементарно знать основы бухгалтерии, элементарные основы бухгалтерии. И вы понимаете, что невозможно перечислить несуществующие деньги. Невозможно обналичить неперечисленные деньги. Невозможно передать необналиченные деньги. Это просто невозможно. Это нелогично. Это непоследовательно. На что мне господин следователь сказал, что логика удел слабых. Больше вопросов я задавать не стал. Хотя я до сих пор не могу понять это выражение, что такое логика удел слабых. Но тем не менее, более того, я хочу вам доказать, что даже этих 2,5 и 3 миллионов не было. Это тоже нереально. И объясню почему. Потому что
есть опять первичность и последовательность перечисления. И, как я уже сказал, невозможно перечислить несуществующие деньги. И в первой цепочке, которую мы рассматриваем, управление транспортного строительства перечисляет 21, 22 и 23 ноября по 5 миллионов 800 тысяч рублей. Складывается элементарно, 17 400. Следующий платеж с управления транспортного строительства на ООО «Нортон», это том 31, извините, страница 21. Следующий платеж идет 29 ноября, это 300 тысяч. А потом платежи идут уже 21 декабря, то есть в период с 21 по 23 было перечислено 17 миллионов, потом 29 добавлено еще 300. То есть общая сумма 17 700. 17 400 плюс 300, 17 700. Дальше. В свою очередь ООО «Нортон» перечислила контрагентам. И тут уже мы контролируем. Компания Green в тот же период 21, 22 и 23 получила сумму в 16 миллионов 175 тысяч рублей. Также тремя платежами 4, 6, 5. Они все есть, да? Я не буду просто, чтобы время затягивать. Это все достаточно понятно. То есть получается, что на счету ООО «Нортон» после перечисления 17 700 осталось 1,5 миллиона рублей. Смотрим дальше. Какие перечисления были просто по датам? По датам было следующее перечисление на ООО «Торговый дом Крафт». А это 4 декабря 2007 года, это 1,5 миллиона 544 210. Перечислили эту сумму. После этого на счету ООО «Нортон» остался 0. Денег, которые принадлежали управлению транспортного строительства. На счету остался 0. Еще раз говорю, следующее перечисление было только 21 декабря. Но почему-то мы видим, что на ООО «Дилер» 10 декабря поступает 1 миллион, 10 декабря 200 тысяч, 11 декабря 863 тысячи, 24 декабря 138 тысяч. Их нет на счету. Их не может быть. Это были другие деньги. И я вам это докажу, потому что в материалах уголовного дела существует вот такой большой документ. Том 25, страница 8. Это схема финансовых связей между ООО «Нортон», ООО «Крафт», ООО компания Green, Промальпика и так далее. В течение апреля по март, видите, тут много стрелочек, много фирм, много еще. Период с апреля по март через эти фирмы прошел миллиард. Он просто прошел миллиард. Это могли быть любые деньги, которые никакого отношения к муниципальным деньгам не имеют. Потому что, еще раз говорю, исходя из периода платежей, есть такое понятие период платежей. Не могли быть деньги, принадлежащие управлению транспортного строительства, перечислены ООО «Дилеру», потому что их не было ООО «Нортон». А каких-то договоров займа, каких-то договоров отсрочки платежа, кредитования или еще писем по просьбе одного предприятия перечислить другого за то, что он потом деньги, их не существует. Во всяком случае, сегодня в материалах уголовного дела их нет. Поэтому эти 2,5 миллиона рублей, они не могли быть перечислены из этих денег. И, соответственно, они не могли быть и обналичены из этих денег. Смотрим другую цепочку. Там еще интереснее. Том лист сразу. Сейчас, я помню. Том, лист, все скажу. Ничего не натаю. Так вот, тут получается, что управление транспортного строительства перечислено на расчетный счет торгового продажу, я говорил, в период с 20, 21, 22, также по 5 817 400. Вот. И управление и торговый дом Адажио, в свою очередь, перечисляет ООО «Линком»,
1 миллион. 20, соответственно, да, 21 числа. ЧП Васильеву Андрею Романовичу 21 миллион. В тот же день, 23-го ЧП Васильеву, 21-го 7 миллионов. Васильеву 1,5, ТПК Джета 4. Ну и внизу мы видим ОК Дилер 3 миллиона рублей. То есть, в общем-то, все 17 400 были перечислены, неизвестно куда, и были обналичены. Тогда вопрос, если хотя бы в первой цепочке мы видим, что компания Грим, которая получила вот эти предоплату 16 миллионов, потом перечисляет поставщику компании Симавто практически эти же 16 миллионов рублей, то в этом случае получается, что все деньги просто обналичены, а кто же платил за технику? Откуда деньги ушли, если они все обналичены, включая дилер? То есть все полностью. И даже есть вывод, таким образом полученные деньги ООО «Торговый дом Адажио» от управления транспортного строительства денежные средства за уборочную технику направлены не на расчетные счета с поставщиками, а перечислены другим контрагентам. То есть что, деньги пропали, все? Ну, техника же вторая тоже была оплачена. Но на этой же странице, том 31 страница 22, внизу мы видим, что ООО «Промальпьяка» в эти же даты 21, 22, 23 перечисляет 3 миллионов рублей, 2 миллиона рублей 21, 4 миллиона рублей 22, 23, 6 миллионов рублей. То есть оно перечисляет ту же сумму, и потом эти денежные средства уходят как раз на оплату техники. И есть приписка: данные денежные средства на расчетный счет ООО «Промальпьяка» для расчета с поставщиком перечислены организациями взаимозависимыми, учредителем которых являлся Кротов Алексей Николаевич. Кротов Алексей Николаевич был учредителем всех этих организаций. При этом, если мы тут же в этом уголовном деле, в смысле в этой налоговой проверке, понимаем, что они же, те проверяющие, сами расписывают цепочку, в которой есть компания Промальпьяка, то почему они, по какой причине они скрывают, что управление транспортного строительства, я не знаю, там перечислило, потому что, еще раз говорю, перечислений там было огромное количество, или еще каким-то образом, или по письму Промальпьяка заплатила за торговый дом Адажио. Но перечислена она именно эту же сумму и в это же время. И поэтому получается, что если ты имеешь на счету 100 рублей, ты не можешь и обналичить 100 рублей, и заплатить 100 рублей за покупку техники. Потому что на приобретение техники вот эти вот 17 миллионов рублей перечислены именно в те же дни 21, 22 и 23. То есть после получения денег. Поэтому невозможно, я говорю еще раз, перечислить денег, которых нет на расчетном счету. Невозможно. Перечислить несуществующие, обналичить неперечисленные и передать невозможно те денег, которых не существует. Поэтому и второе утверждение тянут о том, что он их получил, точнее, извините, второе утверждение, обвинение о том, что Тян мог получить именно деньги, которые были обналичены через ОИК Дилер, оно ошибочно, будем так считать, ложно, как угодно. Но оно не соответствует действительности. И это любой бухгалтер, еще даже не доучившийся, вам просто это объяснит. Потому что есть понятие целевой платеж, есть период платежа, есть сроки платежа. Они здесь нарушены, причем грубо. Просто подставлены нужные цифры под нужные даты, не учитывая остатков на счетах. Дальше. Кроме этого, извините. Да, ну и я хочу опять же еще сказать, что здесь подтверждены сведения как раз об организациях, являющихся покупателями техники у дилеров, заводов-изготовителей. Это том 31, страница 20, о том, что это были именно компания Грим и
ООО «Промальп ЕК», о которых я говорил, которым как раз и перечислял Нортон и торговый дом «Адажи». И все это, оно логично исходится. Полностью все сходится. Других денег здесь нет. Их быть не может. И когда господин Тян здесь на допросе говорит после вопроса адвоката о том, как же, если вы говорите, что вы за 36 миллионов купили технику, 1,5 миллиона у вас прибыль, 12 миллионов вы отдали взятки, а 10 миллионов где? Тян говорит уникальную вещь. Они остались у тех предприятий, которые занимались поставкой. Что такое остались? Ни в одном. Нет такого термина остались. Есть назначение платежа. Есть платеж, есть основания для перечисления. Что перечисление? Остались? Это что это? Остались. На основании чего они остались? Если сам Тян говорит, что у него самое главное это получение прибыли, за то, чтобы получить 1,5 миллиона прибыли, он 12 миллионов взятки дает. Я боюсь представить, что он за 10 миллионов сделает, а он берет их и оставляет. Просто так, безосновательно оставляет эти деньги. Они остались у тех людей. Так может быть все-таки они не оставались? Может быть это все-таки это деньги, которыми просто была доплачена эта техника, которая реально стоит. По 3 оценкам, которые есть в материалах уголовного дела по Сергею Петровичу Лученкову и Кудинову, что она не может это стоить. Но обвинение настаивает, что оно стоит 36 миллионов. Мы вызываем человека, который за ним, причем не мы вызываем, обвинение вызывает человека, который якобы давал перечень или список техники, фамилии. Пономарев. А? Пономарев. Не, Пономарев понятно, кому он передавал технику? Тише. Макаров. Нет. Когда Лученков их Марченко. якобы, да, Марченко и Сытник. Не мы вызываем. Обвинение вызывает этого человека. После этого уважаемый господин прокурор говорит, а могла ли стоить эта техника? И человек, который занимается техникой, который является профессионалом, говорит нет. Она не могла стоить 36 миллионов, потому что только один грейдер стоит 5,5 миллионов, а их в этом списке 4. А 4 умножить на 5,5 миллионов получается 22 миллиона рублей. Так как же, если человек, профессионал, говорит, если есть оценка, я не исключаю, что они занимались какой-то махинацией, куда-то перечисляли, на основании чего-то что-то делали. Это их вопросы. Они хотели уйти от налогов, заработать больше денег, и Тян говорит, его интересовала только прибыль. И прибыль его интересовала везде. И когда он строил газопровод, и когда он технику покупал, и еще в огромном количестве раз. Но это не связано со взяткой, потому что он даже не знает, за что он ее давал. Он не знает, как он ее передавал. И у нас есть человек, Берсенев Денис, которого никто не видел, который якобы откуда-то взял эти деньги, передал Петюшеву. Петюшев не смотрел, не изучал, передал пакет. Тян тоже не смотрел, не изучал, только пощупал, передал пакет. Взрослые люди, занимающиеся бизнесом. Не первый день. Это огромные деньги, это огромная ответственность. Какие пакеты? Конечно, кефир передают с булочками. Никто не пересчитывает, только на ощупь пересчитывают. Как такое возможно? И сценарий один. И я сейчас это буду наказывать и докажу по 2 эпизоду. Там такая же картина. Там такая же подстановка документов, фактов и перечислений. Абсолютно. Зеркально. И там тоже пакеты, и там тоже мы не смотрим, и там тоже мы щупаем. То есть у нас есть человек-невидимка, у нас есть 2 человека рентгена, у нас есть машина времени, которая перемещает людей. И у нас есть человек, прокуратура, которая пытается доказать, что все его показания последовательны. Как они могут быть последовательны? Каким образом они могут быть последовательны? Если, еще раз повторю, он не знает за что, он не знает сколько. Он так и не сказал, сколько денег он передал.
То ли 10, то ли 12, то ли около, то ли возможно. Он один раз только научные ставки сказал, и то после того, как на него цыкнул следователь. А все время он говорит, около, наверное, может быть. Он здесь так и не сказал. Что он и сколько передал, и каким образом он это передал. И то, что на сегодняшний день нет вообще понимания, ну как они у Петюшева появились, эти деньги? Ну кто их передал? Откуда? Да мало ли кто где обналичил, да, там как бы. Опять же, обвинение говорит о том, что было через ООО «Дилер» перечислено и перечисляют. Комлев, смотрю показания Комлева, 5 миллионов, которые перечислил для себя в 2008 году. Петюшев, 14 марта 2008 года. Там Виноградов, 14 миллионов, часть в 2007, часть в 2008. Ну извините, но в 2008 вообще не перечислялось на ООО «Дилер», вообще ничего. Какая связь между этим? Ни одного перечисления на ООО «Дилер» с УТС никакого не было. Они что, до сих пор еще перечисляют, обналичивают несуществующие деньги? Более того, в этом же акте на странице 22, том 31. Извините, я уже открываю то. На странице 24, том 31. Написано как раз, те деньги, которые перечислены торговый дом Адажио и ООО «Нортон», перечислено на ООО «ИК Дилер». И показано. 2800 перечислено 8.11.2007. 97 тысяч 8.11.2007 года. 41 тысяча 13.11.2007. 2 миллиона 400 13.11.2007. И так далее. Управление транспортного строительства деньги получило только 20 числа. Они уже их перечислили и уже их обналичили. И это все из 10 миллионов, которые по доказательству обвинения были мне переданы. Якобы. Каким образом? Я не понимаю. Дальше еще интересней. Обвинение строит свои логические заключения по поводу того, что я контролировал весь процесс подготовки документов, исходя из того, что есть такой телефонный разговор. 30 октября 2007 года разговаривает Лученков Сергей Петрович с господином Кудиновым, начальником управления муниципального заказа. Лученков: да, Сергей Константинович. Кудинов: да, Сергей Петрович. В какой размер аванса планируется? Какой размер аванса планируется? 30-50. Лученков: да нет, я думаю 50 и выше, если есть возможности. Кудинов: Сергей Петрович. Да. Сергей Петрович, у меня самый простой вариант. Чем городить постановление, мы сейчас возьмем и изменим позиции. У нас никто не выкупал официальные конкурсы. Лученков: ну давайте, пока до завтра оставляем этот вариант, потому что я вечером буду встречаться с Романом Валерьевичем. Кудинов: ну, потому что самый простой вариант, ей-богу, возьмем и поставим обеспечение. Ну что теперь, Лученков? А насколько в конкурсной... у нас... ну тут ошибки постоянные, поэтому уж извините. Ну тут только в конкурсной документации, которую никто не выкупал. Да, добро, до утра оставляем. Завтра утром встречаемся. Хорошо. Это 30 октября. Вот на основании этого, что Лученков тем более со мной встречается, делается вывод, что Лученков может встречаться только по этому конкурсу. Больше у нас дел-то нет в городе. И он, как и многие замы, не ходит ко мне с отчетом ежевечерним, который проводился. Он не ходит, наверное, ко мне на утреннюю планерку. Он занимается только одним. Как бы заработать. Других вариантов нет. Более того, почему-то, по какой причине я не знаю, следствие не хочет читать следующие телефонные переговоры, которые здесь же есть. 31 число. Лученков там разговаривает, выясняет с Арунжевым,
с Туркиной, с Лебедевым. Все время выясняет 30% авансирования, 50% авансирования. Ты что там ко мне как-то странно сходил? Дальше. 1 ноября, то есть еще через один день, 9 часов 41 минута. Лученков, Кудинов. Лученков. Да, Сергей Константинович. Кудинов. Да, Сергей Петрович, здравствуйте. Лученков, здравствуйте. Значит, мы по этому вопросу давайте 70 минимум ставим. Единственное, что там, какие у нас возникают проблемы. Вот, допустим, от 70 до 100. Я уже грешным делом думаю, не поставить ли нам 100? И мы тогда, или мы тогда обязаны будем выполнить это условие, Кудинов. Да, мы обязаны будем выполнить. Во-вторых, если цена будет меньше, то это будет немножко, нехорошо. Кудинов, да. Лученков. А напишите мне 80. А потом я буду отбиваться от главы. То есть не согласовывать с главой, не выполнять его распоряжение, отбиваться от главы. Потом, я все зачитывать не буду, чтобы время, он решает обратиться к Ольшевскому, набирает следующий, через 10:05, через 20 минут, набирает Ольшевского, с ним беседует. Ольшевский предлагает ему подъехать к нему. И следующий разговор между Кудиновым и Лученковым в 10:41. Да, 70, понял. А теперь, что нам сказал господин Кудинов? Что у него на допросе ему показали только один телефонный разговор и спросили: а на основании этого телефонного разговора вы считаете, что Лученков с Зиничем согласовал процент аванса? Он сказал: если на основании этого телефонного разговора, то возможно. То же самое господин Кудинов подтвердил в зале суда, что если основываться только на этом разговоре, то да. Но мы открываем его показания, которые он давал во время следствия. Господин Кудинов. Ой-ой-ой. Я могу дату сказать, извините, и страницу. От 26 августа 2014 года, страница 240-242. Так вот, Кудинов, объясняя, почему было согласовано 70%, говорит: в ходе одного из разговоров с Лученковым, уже не телефонным, то есть Кудинов, предложил, не вынося постановление главы администрации о размере аванса, просто вынести соответствующие изменения и конкурсную документацию, что и было сделано. Потому что отбиваться они могли только в том случае, если я замечу, что они сделали это нарушение, не согласовав со мной, и я не подписал это постановление. Это доказывает, что никакого согласования со мной даже и близко не было. А люди даже готовы были отбиваться от меня. И какое может быть на основании этого утверждение, что я все курировал, если от меня даже отбиваются за 3 дня до конкурса? Мало того, что утверждают, что я отказал Акатову. Хотя здесь же, в этих переговорах, я все зачитывать не буду, мы потом их представим. Мы же можем представить дополнительно, да, Ваша честь? Сослаться можно. Или сослаться, да, там как бы. Где Лученков разговаривает с Тианом, и они не понимают, они говорят: Роман и Андрею сказал да, и тебе сказал да. Потому что я говорил: да, пожалуйста, участвуйте, хоть всем скопом, только участвуйте по правилам. И поэтому, когда Акатов сказал, что я вот найду сейчас кого-то, как он в принципе здесь и говорил, а потом отдам это все Лученкову, а Лученков за меня все это проведет конкурс. Как Лученков может провести конкурс, несмотря что они уже на то время были практически родственниками? Шуриным он его называл. И я сказал Лученкову: если по такой схеме и Акатову, то я вас голову сниму. Потому что каждый должен заниматься своим делом. Ты контролировать, а ты участвовать. Но прокуратура говорит: нет, я отказал. Притом, как я отказал, если Акатов поставлял технику? Как я отказал, если Акатов здесь говорит, что он заработал с этой техники? Как я отказал? Кому я отказал? Компании Симавто я даже в глаза ее не видел, никогда не знаю. Более того,
Это, ну вот как понять, и все так, да, более того. Обвинение утверждает, что за то, что 6 транспортных средств было поставлено с запозданием, и я якобы об этом знал, хотя во всех документах оформлено, и господин Макаров, руководитель управления жилкомфонда, который принимал, говорит, что не было такого, да, там как бы, что технику привезли позже. Может, документы оформили позже, может, еще что-либо, но он сказал, что не было. Но тем не менее, господин Тян утверждает, что он прекрасно помнит, потому что в связи с проблемами на Минском автомобильном заводе, это он сказал здесь, так же, как и сказал это в своих показаниях, были проблемы с металлом. Он даже знает, чем проблемы были. И в связи с проблемами с металлом была задержка поставок техники. Что же мы смотрим? Какая техника задержалась в поставке? А техника задержалась, это 2 погрузчика, Амкадор, которые собираются в Чувашии, или в Татарии, извините, и ДТ-4, которые собираются в Челябинске, на Челябинском тракторном заводе. Мы только Крым отобрали, а Тян уже Беларуси отдал и Челябинскую область, и Татарию. Причем он точно помнит, что именно из-за проблем в Минске задержали. Что они с Минском металл получают? Ну, тогда предоставьте эти документы, что что Минск получает, отправляет металл на эти заводы. Даже это им выдумано просто по одной простой причине. Потому что он не знал, что говорит. Потому что я думаю, что он даже и не знал, что техника как-то пришла по-другому. Потому что она пришла вовремя. А оформились документы по-другому. Потому что остатки финансирования они перечисляли в 2008 году. Значит, вот не заметили. При этом господин Тян, когда давал показания здесь, сказал замечательную фразу. В связи с тем, что он боялся санкций, которые администрация может выставить Тяну за то, что было позже поставлено 6 единиц техники, он заплатил 12 миллионов рублей. За то, что он боялся санкций. По договору санкций 0,03% в день. 0,03%. Меньше 1% в месяц. Сумма из 15 миллионов непоставленной техники 150 тысяч рублей. То есть как же это надо бояться заплатить штрафа в 150, чтобы заплатить взятку в 12 миллионов. И это обвинение в том числе считает логичным, правильным и обоснованным. Я каждое слово опроверг. Причем это не домыслы, это не фантазии, это факты, числа, даты. И есть такое понятие, как бухгалтерия. Ну нельзя не уметь считать. 2 плюс 3, 10 не получится. На одной руке можно сосчитать. И поэтому как можно утверждать, не умея считать до 10, я не знаю. Я не верю, что в прокуратуре и в Следственном комитете работники не умеют считать до 10. Я не верю, что они не понимают, что нельзя перечислить деньги, которых нет на расчетном счете. Я не верю, что они не понимают, что нельзя обналичить деньги, которые не перечислены. Я не верю, что они не понимают, что нельзя передать деньги, а еще неизвестно как Петюшев говорит, я спрашиваю, почему вы доверяли это? Во-первых, я его спросил, а вы скажите, пожалуйста, фамилию вот этого Берсенева Дениса. Он ее даже сказать не может. Потому что у него где-то он Берстенев, где-то он 3 варианта. И все они есть в материалах уголовного дела. Это что, 3 разных человека? Он не видел его паспорта, не знает, где он работает, не знает, где он живет. Вообще не знает ничего о нем. Но он ему доверяет. Доверяет как кому, как он сказал, как инвестору. Ну это что? 12 стульев и золотой теленок, да? Эту фамилию нельзя произносить, потому что она достаточно знаменита. Он даже фамилию этого человека не знает,
но доверяет ему. И поэтому, когда он берет пакет, он не пересчитывает деньги. И как вообще представить эту ситуацию? Петюшев получил пакет. Пришел к Тиану. Что они говорят? Что Тиан спрашивает? Что там? Не знаю, пощупай. Тот пощупал. Считал, не считал. Ну, я считать не буду. Позвонил Лученкову, звонка которого нет. Но он это точно помнит. Передал то, что нет. Даже не видел. Значит, ну и последние еще два заявления по поводу того, что Берстенев Денис не существовал, даже еще только потому, что даже сам Петюшев в своих показаниях, как на суде, так и в своих показаниях, которые он дал материалы уголовного дела, говорит о том, что он вроде занимался официальным делом, но с Петюшевым всегда общался по симке, которая якобы была зарегистрирована на другое лицо. То есть даже сам факт соединения с этим человеком по телефону, что было бы проще простого. Сказать, вот этот телефон принадлежит Петюшеву, пробили бы, да, такой существует. То есть он даже это выдумывает только по одной простой причине, что такого человека не существует. Это выдумка, которая была сделана для того, чтобы сконструировать всю эту операцию. И еще одно заявление, которое я хотел бы сказать. Значит, в связи с тем, что мы практически все моменты, которые мне предъявляло обвинение, и считала, что все это и доказано, да, там как бы, я забыл просто сказать про одно. Это несоответствие того, что Тиан говорит, что он от Петюшева получал деньги один раз, а Петюшев всегда постоянно говорит, что он передавал Тиану деньги несколькими траншами. И поэтому последнее утверждение на суде, когда Тиан сказал, что когда он получал деньги, Петюшев ему сказал, там десятка, а не может быть, потому что если десятка передана несколькими траншами, то что у него там как бы раз десятку, два десятку, три десятку, да, там как бы, ну то есть это тоже, это опять же говорит о том, что все эти показания, они выдуманы или сказаны для оговора, в пользу следствия, в пользу, не знаю, каких там как бы, потому что я вам зачитал, что, к сожалению, следователи даже в период следствия были заинтересованы, они не давали не спросить, не провести нормальные очные ставки, они мешали везде. И поэтому показания, которые говорю я и которые говорит Игорь Михайлович, они правдивы, потому что нас на каком-то этапе заставили сказать какую-то неправду. Или заставили сказать то, в чем мы не были уверены на тот момент. И это доказывается. Потому что вчера было одно заявление совершенно по другому делу. Но это относится ко всем эпизодам, да, там, как бы, и к тому, что вы утверждаете, что с какого-то момента господин Осадчий стал врать. Он не врет. Он нам доказал, что он не сводил Тиана с Петюшевым. А Петюшев с Тианом доказывали. Ну, мы вам это просто доказали. Просто доказали, используя реальные документы. Реальные документы. А против реальных документов ничего не сделаешь. И в данном случае получается, что Игорь Михайлович не врет, он никого не сводил, потому что не было надобности сводить. Он говорил правду. Его просто на каком-то этапе заставили. Я прекрасно понимаю, я сам через это прошел. Что это такое? На каком основании ко мне в СИЗО привозят отца? На каком основании? Зачем? Требую подписать документы, которые я отказываюсь подписать. И после этого прокурор мне задает вопрос: вас били? А вы видели слезы отца? Били. Он и сейчас плачет. Который просто говорит: подпиши. Посмотрите ему в глаза, товарищ прокурор, я прошу. В глаза отцу, который плачет. Которого привезли туда, ко мне, в СИЗО. И это можно подтвердить. Есть все данные о том, что он туда был привезен. Не место, где проведена
и у меня встреча с родителями, а туда, в камеру. И после этого вы утверждаете, что не было оказано давление, а это что? Чаепитие? Дружеская посиделка? И я понимаю, конечно, Игоря Михайловича, который провел 5 суток и после этого решил оговорить человека. Более того, ваши свидетели, господин Акатов, 3 раза здесь, давая показания, сказал фразу «следователь писал в протоколе, что хотел». И это записано. Как это может быть, что следователь пишет в протоколе, что хочет? Монасарянц доказывает, что в протоколе было написано абсолютно не то, что он говорил. Как такое может быть? Если один человек, второй человек, Авакимян вам лично сказал, что первые показания он давал под давлением, и к вам лично обращался, вам рассказать, это его слова, которые, я надеюсь, записаны, вам рассказать, при каких условиях я подписал этот протокол. А вы из этого протокола, его слова в обвинении, хотя в других протоколах, на очных ставках, он полностью все отрицает и объясняет нелогичность своих слов. Но тем не менее, этой нелогичности нет в обвинении, а есть только одна фраза, которая была взята из первого протокола. Господин Крюков, который здесь говорит, вы объясняете, что он тоже, якобы он читал. Но Крюкова привезли после чего? Как у него провели арест дома, то есть его арестовали, обыскали квартиру, привезли и допросили. В каком состоянии господин Крюков был? И это не давление. И когда, получается, Акатов, Монасарянц, Авакимян, Крюков, Осадчий, Зеничев говорят одно, а следствие пытается утверждать, что они лгут, это ваши. Акатов, Монасарянц, Авакимян и Крюков — это свидетели обвинения, а не свидетели защиты. Они вами представлены, но они это подтверждают. А не только мы с Игорем Михайловичем подтверждаем, что постоянно оказывалось давление, и это даже видно из очной ставки. И постоянно оказывалось давление не только на нас, но и на других людей, даже не причастных к этому уголовному делу. Как мои родители, родственники и близкие. Но об этом мы еще поговорим, потому что это я еще докажу и в дальнейших уголовных делах.